Государство караханидов. X-XII века – эпоха экономического и культурного расцвета на территории Тенир-Тоо караханидского каганата. Кыргызы Средневековья вкладывали в слово «кара» понятия «великий», «большой», «могучий», «героический», «бесстрашный» и тому подобное. Таким образом, название «карахан» означало «великий хан», «великий правитель». Известно, что определяющие позиции в государстве занимали тюркские роды Чигил и Ягма, входившие в племенное объединение карлуков. Именно из них происходили в основном тюркские каганы. Средневековый историк Джамал Карши писал, что дедом основателя династии Сатука Абд-ал-Керим Карахана был каган карлуков Бельге Кул Кадыр-хан. Эти сведения дают основание предположить, что караханидская династия имеет карлукские корни. Известно, что Сатук-Карахан незадолго до смерти, 955 год, принял ислам, а его сын Муса провозгласил ислам государственной религией. Исторические источники сообщают о принятии в 960 году ислама 200 тысячами дворов различных тюркских родов и групп, населявших Тенир-Тоо. В их числе было немало и кыргызских родов, населявших предгорье Тенир-Тоо и Памира, побережье Иссык-Куля и долины реки Талас. По мнению профессора Эралиева, чигили, игравшие ведущую роль в государстве, являлись родовым объединением кыргызов. Расширяя свои владения, основатели династии караханидов захватили значительные территории восточного Туркестана, центрального Тенир-Тоо, Семиречья и Ферганы. На северо-востока границы государства караханидов проходили через Балхаш, Иссык-Куль, Алакуль и достигали Чугучака. Столицей каганата был город Баласагун, развалины городища Бурана в окрестностях современного города Токмока. Второй столицей считался город Узген. Государство караханидов было разделено на владения, во главе которых стояли представители правящей династии, являющей собой сложную и разветвленную систему власти. Границы владений часто менялись. Правители владений были наделены большими правами, они могли даже чеканить собственные монеты. Это создавало благоприятные условия для усиления междоусобиц и набегов друг на друга. Караханидское государство фактически состояло из двух отдельных каганатов – восточного и западного, правители которых имели собственные титулы и столицы. Центром восточного каганата был город Баласагун, позднее Кашгар, западного – Узген, позднее Самарканд. В конце XI – начала XII века и восточное, и западное караханидские государства переживали серьезный кризис. В результате караханиды стали подданными сельджуков, однако в своих внутренних делах они сохранили полную самостоятельность. Развитие социально-философской мысли. Значительную роль в развитии философской мысли средневековых тюркских народов, и в частности кыргызского, сыграли Махмуд Кашгари и Джусуп Баласагын, крупнейшие мыслители и видные ученые XI века. Словарь Махмуда Кашгари представляет собой средневековую энциклопедию жизни тюркских народов в полном смысле этого слова. В настоящее время Диван Лугат ат-Тюрк, по словам Кононова, является часто единственным источником информации о жизни тюрок XI века. Он служит важным источником при изучении истории ранних средневековых тюркских народов, проживавших в Центральной и Средней Азии. Джусуп Баласагын и его Кутакку-Белик «Благодатное знание». До настоящего времени о Джусупе Баласагыне, авторе величайшего творения поэмы «Благодатное знание», или «Наука об управлении государством» известно очень немного. Однако тщательный анализ сведений, содержащихся в его произведении, позволил ученым представить портрет личности автора, предположительно описать его жизнь и деятельность. По мнению исследователей, Джусуп Баласагын родился примерно в 1010, 1016, 18 годах в столице средневекового караханидского государства, городе Баласагын, южной окрестности современного города Токмок. Поэма «Благодатное знание» – произведение, стоящее у истоков формирования двух глубоко взаимосвязанных культурных цивилизаций – оседлой земледельческой и кочевой. Это связано с тем, что в X веке ислам как религия распространяется не только среди оседлого, но и кочевого населения караханидского государства. В результате среди населения все больше появляется ученых, владеющих арабским письмом. В какой-то мере этот факт, видимо, и обусловил появление первых тюркоязычных произведений, которыми явились «Благодатное знание» Джусупа Баласагына и словарь тюркских наречий языка Махмуда Кашгари в арабской транскрипции.